День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Жительницы Якутии встретились с президентом и обсудили вопросы помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В Якутии завершились отчеты правительства. Более 30 тысяч жителей высказали свои пожелания и предложения. За помощью в нашу редакцию обратились жильцы дома по улице Нагорная в Якутске. За последние 10 лет постройка пережила пожар, ремонт и даже потоп с сточными водами. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. В республике наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Расскажем, что чаще всего становится причиной и как обезопасить себя на дороге. В Якутске стартовал международный турнир Романа Дмитриева по вольной борьбе. Ковер собрал около 170 спортсменов из 9 стран, в том числе региональных команд России. В преддверии 8 марта президент страны Владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными Государственного фонда «Защитники Отечества». Якутию на встрече с главнокомандующим нашей страны представили медсестра эвакуационной группы Зоя Степанова и вдова участника СВО, социальный координатор Госфонда по Нюрнбергскому району Александра Захарова. Зоя Степанова, военный медик и ветеран боевых действий, рассказала о своей службе на передовой и спасении раненых бойцов, за что получила благодарность президента. Александра Захарова, вдова участника СВО и сотрудница якутского филиала фонда, выступила с инициативой разработки современной адаптивной одежды для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Глава государства поддержал эту идею и поручил проработать ее реализацию. На встрече Путин также пообещал, что поддержка семьям бойцов СВО через фонд будет расширена и на близких пропавших без вести военнослужащих. Рассказала историю о своем подопечном, о инвалиде боевых действий и то, что сейчас нужно разработать адаптивную современную одежду для наших парней, кто с ограниченными возможностями здоровья возвращаются с СВО. Мой муж был мобилизован и был участником специальной военной операции. Мне важно и то, что работаю в Госфонде и помогаю всем тем людям, которые потеряли своих родных, и те, кто участвуют сейчас, на данный момент на СВО и защищают свою родину. В этом году исполняется 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. С героическими страницами нашей истории неразрывно связана новгородская земля. О подвиге якутских стрелков на озере Ильмень в материале Айсены Бурнашовой. Озеро Ильмень. Здесь, в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, смертью храбрых пали якутские воины. Ежегодно на берегу Ильменя возле гранитного обелиска в виде якутской урасы проходит митинг. Основной костяк 19-й отдельной лыжной бригады из далекой Якутии. Ровно 82 года назад этими тропами по озеру Ильмень глубокой ночью шли якутские лыжники. Перед ними стояла задача перерезать озеро, выйти на противоположный берег и овладеть ближайшими деревнями, а после пересечь дорогу, соединяющую Старую Руссу и Шимск. Но враг настиг лыжников прямо на озере. Бойцы лыжных бригад в белых маск-халатах совершили марш-бросок с полной боевой выкладкой. При атаке деревни Устрика были обнаружены противником. Лыжники погибли от огня фашистов и тонули в полыньях и среди льдин. В ту ночь бригада потеряла треть своего состава. Очевидцы вспоминают, их было 597 из Якутии. Мне 86 лет. Был налет этих немецких самолетов, а якутские стрелки как раз ехали по озеру Ильмень. Они очень даже сильно попали под этот налет. И очень много погибло. Прямо на берегу озера, вот по берегу вдоль нашей деревни и лежали трупы.
Для Гаврила Константиновича Жиркова сражение на Ильмени – незаживающая рана. У него здесь погибли двое – родные дяди. Одного из них, еще будучи мальчишкой, он провожал на фронт. Я Очень волнительно здесь находиться. Я специально приехал сюда, чтобы почтить память своих родственников. Имя младшего дяди высечено на памятной табличке, а вот его старший брат пропал без вести. В письмах оба писали, что поступили в бригаду лыжников. Здесь, в этих местах, они полегли. В сражениях на Ильмени выжили немногие. Один из них – Сергучев Иннокентий Лазаревич. Его дочь поделилась. Он получил сквозное ранение, мог погибнуть. Пуля едва не задела сердце, пролетела в 1,5 сантиметрах. Потерял очень много крови. И полдня лежал без сознания. А ночью тогда, только ночью приехала бригада санитаров, собрать погибших, там, раненых. Тогда его только обнаружили. Бои на Ильмени продолжались до середины марта. Бригада лыжников понесла огромные потери. Была расформирована. Операцию «Полярная звезда» завершили. Те, кто мог, влились в 150-ю стрелковую дивизию и дошли до Берлина, штурмовали Рейхстаг. А в деревне Устрика, на берегу озера, вот уже 25 лет высится гранитный обелиск в виде якутской урасы. Он стал домом для тех, кто совершил бессмертный подвиг и погиб на Ильмени. В Старой Руси есть улица якутских стрелков. В музее Северо-Западного фронта имеются экспозиции, посвященные ледовому бою, который не состоялся. Но якутяне погибли как герои, и мы чтим эту память. А вот и та самая дорога, на которую и должны были выйти якутские лыжники. Не будь операция на озере Ильмень последней. Сегодня это действующая трасса Старая Русса-Шимск. Возле нее высится монумент в память о якутских бойцах. Работа по увековечению памяти воинов-якутян будет продолжена в рамках республиканского историко-патриотического проекта «Бастионы памяти». На этом месте появятся памятные таблички с именами якутских защитников, погибших на новгородской земле в годы Великой Отечественной войны. Мы предложили высечь в граните имена тех солдат, которые погибли именно на территории конкретного региона, где потомки этих павших бойцов, воинов-победителей могут приехать и поклониться великому подвигу своих предков. Вот в этом и состоит историческая крепость исторической памяти, вот эта нить, связывающая поколения наших героев. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Новгородская область. 20 тонн адресных посылок, высокотехнологичных материалов и волонтерской продукции, доставленной в зону проведения спецопераций. Помимо этого выполнена отправка 44 единиц техники высокой проходимости. Это УАЗы, горные мотоциклы и квадроциклы. По авиаперевозкам отправлено 6,5 тонн грузов. Также 8 делегаций из разных районов республики работали на местах для того, чтобы передать посылки и встретиться с бойцами. В настоящее время в зоне проведения спецоперации опорные пункты выполняют разнарядку и устанавливают контакт, точки безопасности, где могут передать помощь. Отправка гуманитарных посылок в зону проведения специальной военной операции продолжается. В пути находится 5 автофур. Это каждая автофура у нас по 3 единицы техники и определенные грузы. Вынужден сообщить о том, что из-за поломки у нас 2,5 недели одна автофура простояла в городе Чита, где очень много адресных посылок. Тоже вынуждены были задержаться. На сегодняшний день констатирую, что 3 дня назад она была отремонтирована и отправилась на фронт. В течение 5-6 дней должна будет дойти до пункта назначения. Добро в поддержку своих под таким названием. Благотворительная акция была инициирована жительницами Алдана, родственницами участников специальной военной операции. Девушки и женщины убеждены, подарить другому человеку радость совсем несложно.
С Международным женским днем близкие военнослужащих поздравили проживающих дома интерната для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. К пожеланиям присоединились наши коллеги. Здоровья, силы духа и хорошего настроения. В канун Международного женского дня самые теплые пожелания звучали в столовой Алданского межрайонного дома-интерната для одиноких престарелых и инвалидов поселка Ленинского. С праздником женщин, проживающих в доме-интернате, поздравили матери, жены, сестры и вдовы участников специальной военной операции. У нас есть группа в социальных сетях, в которой они объединены. Одна девушка проронила зернышко, и вырос вот такой прекрасный букет положительных эмоций, которые вы сегодня все видели. Посещение Ленинского дома-интерната при поддержке администрации города состоялось в рамках акции «Добро в поддержку своих», инициированной родственницами участников специальной военной операции. Идею, предложенную супругой военнослужащего Анастасией Черепановой, единомышленницы горячо поддержали. Женщины и девушки знают точно, дарить радость и положительные эмоции людям несложно. Вы знаете, настолько тронута душой, да, вот за душу меня тронула эта встреча. Я очень счастлива, что действительно мы вот решились на это, сделать такое добро людям, что действительно принести хоть какой-то маленький праздник людям, которые ограничены в общении. Хозяева встретили гостей очень радушно и были до глубины души тронуты вниманием и заботой. В свою очередь, женщины дома-интерната пожелали родственницам военнослужащих терпения, сил и скорейшего возвращения близких. А также от себя пожелал, что, может быть, в дальнейшем привлечь к этому обязательно непосредственно и самих участников специальной военной операции, да, то есть когда будут возвращаться домой с победой, чего мы очень ждем. И, конечно, привлечь к этому обязательно нужно детей, потому что именно общение старшего поколения, да, поколения детей, военных ветеранов тыла с нашими детьми. То есть это именно очень важно, потому что старшее поколение – это все-таки кладезь патриотизма, да, жизненного опыта. Это люди, которые восстанавливали нашу страну в послевоенное время. К поздравлениям проживающих дома-интерната присоединился глава поселения Анатолий Потеруха. В качестве почетного гостя присутствовал участник специальной военной операции Денис, прибывший домой в отпуск. Ну, на самом деле это хорошая акция, она нужна всем. Ну, то есть у нас не только здесь, но и по городу вообще много таких людей, которые нуждаются в чем-либо, в каком-то внимании. Я думаю, в дальнейшем наши жены будут поддерживать и проводить побольше таких акций. В настоящее время в доме-интернате проживают 54 человека, из которых женщин более 30. После торжественного собрания гости прошли в палаты к тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти в столовую. Для наших проживающих, конечно, очень важно, когда им уделяют внимание. Это очень трогательно, когда внимание со стороны таких людей, которым, в принципе, самим нужно внимание сейчас, да, и забота. Девушки большие молодцы. Акция «Добро в поддержку своих» продолжается, а первое знакомство с проживающими дома-интерната, убеждены родственницы военнослужащих, станет началом искренней дружбы. В канун 9 мая мы привезем детей, участников СВО с концертной программой. Мы сегодня уже обсудили этот момент. Так что творение добрых дел продолжается. Поздравляя женщин, гости, конечно, не забыли и про мужчин. Проживающим интерната посетительницы вручили набор уходовых средств, а к праздничному чаепитию приготовили сладкий пирог. Подарок хозяев ожидал и от администрации города – новый телевизор. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. Социальную, политическую и гражданскую роль женщины в прошлом и будущем обсудили женщины со всей республики. В Якутске прошли мероприятия, посвященные столетию Всеякутского съезда трудящихся женщин. В Театре оперы и балета прошла конференция, направленная на обмен новыми идеями и мыслями о роли женских сообществ в развитии социума, улучшении качества жизни, укреплении семейных ценностей и повышении уровня образования. В честь столетия сотрудники нацбиблиотеки собрали стеллаж книг «Яркие судьбы Якутии», а Национальный архив собрал портреты делегаток первого Всеякутского съезда трудящихся женщин. Я не знаю, какие национальные проекты сейчас женщины начнут курировать. Раньше мы курировали 5 национальных проектов. Это образование, здравоохранение, демография. Потом женщины захотели и жилье, строительство жилья, и еще и дороги. Я очень удивлялась, но не скажу, что 5 лет удивлялась, да? Но, в принципе, понятно. Сегодня вот семья, например, да? Активное долголетие, дети и молодежь, допустим, такие очень правильные, нужные
А проекты? Современные женщины все чаще выбирают свое призвание, преодолевая стереотипы и предвзятые мнения. В сферах, где традиционно доминируют мужчины, они демонстрируют выдающиеся результаты и занимают руководящие позиции. В преддверии первого весеннего праздника наш корреспондент Виолетта Засимова о 3 женщинах из Хангаласского района, которые смело выбрали мужские профессии. Ирина Прокопьева – единственная женщина-водитель в Хангаласской центральной районной больнице. Она управляет специализированным медицинским автомобилем Немигюнской врачебной амбулатории. Водительский стаж Ирины составляет более 40 лет, и в начале своей карьеры она даже успела поработать трактористом в ВПХ «Покровская». Так, мои обязанности входят разноска анализов. Я до 10 часов должна быть в лаборатории. И после обеда вызова. В общем, ничего сложного, конечно. Но надо быстро ехать, экстренные вызова. Я люблю водить машину. И мне нравится моя работа, помогать людям. Несмотря на свою довольно брутальную профессию, Ирина Прокопьева остается нежной женой, заботливой мамой и бабушкой. При этом она легко может управлять трактором и вынести пациента на носилках, не уступая мужчинам в мастерстве. Следующая героиня нашего сюжета – Ирина Землянская, железная леди Хангаласского филиала «Рикавтодор», предприятия, занимающегося строительством и ремонтом автомобильных дорог. Под ее руководством трудятся 52 человека, из которых только 7 – женщины. По образованию Ирина – инженер-строитель автомобильных дорог. И можно с уверенностью сказать, что сейчас она на своем месте. Выезжаю постоянно на объект, особенно какая-нибудь ситуация сложная случается, бывают нестыковки проекта или еще что-нибудь. Позволяете себе эмоции, может, крепкое словцо, там, не знаю, там что-то такое? Ну, воздерживаюсь от крепкого словца, ну, бывает, конечно. Не, у нас все-таки рабочие отношения, но все, ну, мужчины, ты ему улыбнулся, да, и можно сказать, что конфликт почти исчерпан. Ну, не могут же конфликтовать. То есть женщины. У вас есть свои тоже приемы? Да, свои приемы все равно есть, ага. Третья героиня – Италина Солдатова, преподаватель Покровской детской школы искусств. Она обучает детей игре на трубе. Некогда этот музыкальный инструмент считался исключительно мужским, однако Италина развенчивает этот миф и уверяет, что играть на трубе может каждый. Да, раньше это было редко, но сейчас со временем все больше трубачек, тромбонисток, волторнистки. Ну, волторн – это такой более женственный всегда считался медный инструмент. И тубисток. Еще один миф – на трубе могут играть люди с выдающимися легкими. Как раз наоборот, игра на трубе способствует укреплению легких и не только. Ну, конечно же, первое, что приходит на голову, это дыхательная система. Она развивается, мы очень много дышим, мы очень много выдыхаем. И один такой незаметный плюс, я бы хотела сказать, это кардиососудистая система. Она развивается, потому что у нас создается огромное давление внутри. И хотите, не хотите, оно все равно нагружает и разгружает. И вот так вот тренируется сердце, сосуды. Эти удивительные дамы являются ярким примером того, что стереотипы не должны ограничивать женщин. Успех достигается не благодаря принадлежности к полу, а благодаря упорству, труду и дисциплине. И, несмотря на брутальность своих профессий, героини сюжета сохраняют в себе женскую мудрость, такт и обаяние. Виолетта Засимова, Якутия. День за днем. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. За прошлый год Якутия заняла лидирующие позиции в стране по темпам экономического роста. Об этом в ходе итогового отчета правительства заявил премьер-министр региона Кирилл Бычков. В частности, речь шла о показателях валового регионального продукта, промышленного роста, рождаемости и роста населения. По последним 2 пунктам Якутия занимает первое место по Дальнему Востоку. Кроме того, Бычков отметил и беспрецедентные темпы работы строительного комплекса. В прошлом году, напомню, в республике были введены 753 тысячи квадратных метров жилья. По этому показателю Якутия заняла 2-е место после Приморского края в федеральном округе.
Этому обеспечивают путь и национальные проекты, которые в прошлом году завершились. 13 национальных проектов, начатые в 2019 году, анонсированные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, за 5 лет, по сути, произвели мощный скачок в качестве жизни нашего населения, ну и, конечно, обеспечив очень стабильный, надежный такой запас, потенциал для развития нашей республики. Прогноз на лето в этом году неутешительный. Об этом в ходе итогового отчета правительства сообщил вице-премьер республиканского Кабмина Дмитрий Садовников. Как отметил зампред, ситуация сильного паводка в прошлом году еще раз доказала, насколько разрушительной может быть природа. Тем не менее, подготовка к этим периодам проводится системно, а в этом году еще и с увеличенным финансированием. Всего в прошлом году было создано 112 групп подготовки к прохождению паводка, произвели 13 подрывов на заторных участках рек, зафиксировали 1006 пожаров, из них почти половина была ликвидирована. Паводок, который произошел в прошлом году, он один из примеров того, что сила природы, она имеет, как говорится, такой разрушительный момент, и надо быть к этому всегда готовым. Мы все равно по паводку имеем системный подход, всегда ежегодно мы стараемся, как говорится, улучшить эту работу. Создаются 112 групп по подготовке к прохождению паводка. И прошлый год было не исключение. Здесь мы в прошлом году провели 13 подрывов, 79 заторных участков мы имеем в больших реках. С 1 марта проиндексированы пенсии военных на 9,5%. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией. Индексация выплат коснется и вдов военнослужащих. Энергетик – не детская газировка. Вступает в силу закон, запрещающий продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. При покупке в магазине могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность. Запрет не коснется чая, кофе и напитков на их основе. А региональные власти получили право ограничивать продажу энергетиков в зданиях образования, медицины, культуры и спорта. Теперь россияне могут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом. Заявление можно подать через госуслуги, а осенью такая возможность появится и в МФЦ. При этом самозапрет не коснется ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой. Такая мера поможет защититься от уловок мошенников наиболее уязвимым гражданам, например, пожилым людям. Самозапрет можно отменить в любой момент, подав заявление. О новшествах в имущественных отношениях. С марта нельзя купить или продать земельный участок, если в едином госреестре недвижимости не указаны границы участка. Также невозможно будет поставить на кадастровый учет или оформить права на сооружение на таком участке. Такая норма призвана решить проблему заброшенных участков, не использующихся по назначению. Крайняя мера при несоблюдении требований закона – продажа участка на публичных торгах. Уведомления о проведении общих собраний собственников помещений МКД будут приходить на госуслуги. На портале также будут доступны протоколы собраний и информация о принятых решениях. Администраторы общего собрания обязаны вносить в систему данные об участниках голосования и решения собственников по каждому пункту повестки. Несколько нововведений есть и в трудовом законодательстве. При увольнении работодатель обязан выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отдыха, работу в выходные и праздники. С весны в Трудовом кодексе также запретят меры против задержек зарплаты, включая профилактику и мониторинг, привлечение к ответственности, содействие в погашении долга по зарплате. А заключить трудовой договор теперь можно онлайн, используя электронную подпись. Изменения коснулись и сферы ЖКХ. Раньше регионы выбирали один из двух способов оплаты отопления – по фактическим показаниям счетчиков в течение отопительного периода или же равномерно в течение календарного года. С марта регионы, где жители платят за отопление по факту, не смогут перейти на равномерный способ оплаты в течение года. При этом за регионами, в которых платят за отопление равномерно весь год, сохраняется право перехода на оплату по факту. 3 марта во всем мире отмечался День осведомленности о трижды негативном раке молочной железы. Этот вид болезни занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин в стране и диагностируется почти у 50 тысяч человек ежегодно.
Рак молочной железы и другие виды злокачественных новообразований выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи Якутского онкологического диспансера. Все подробности у Вероники Таирской. С 2019 года в рамках национального проекта здравоохранения на базе больниц и поликлиник по всей стране стали открываться центры амбулаторной онкологической помощи. Один из них появился в Якутской городской больнице номер 3. Для удобства жителей, которые прикреплены к учреждению, а их более 88 тысяч человек, маршрутизация продумана до мелочей. Пациент обращается к терапевту, к своему участковому терапевту. Да? Значит, если есть подозрение на онкозаболевание, значит, назначается обследование и дальше направляется к онкологу. Если необходимость есть, то далее пациент направляется в Якутский республиканский онкологический диспансер на более углубленные исследования и на уточнение диагноза. По данным на март 2025 года на диспансерном учете в Якутской городской больнице номер 3 состоит 1358 пациентов. За предыдущий год впервые онкологические заболевания были выявлены у 237 человек. Наиболее же распространенными видами онкологии является рак дыхательных путей. Это опухоли в легких, бронхах и трахеи, а также злокачественные новообразования в кишечнике. В условиях нашего центра амбулаторной онкологической помощи находится под наблюдением пациента, прикрепленные к 3-й поликлинике. Это пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, и пациенты, получающие специализированное лечение по поводу злокачественного новообразования. В настоящее время практически все виды медицинской обследования проводятся на базе нового онкологического диспансера, что улучшает качество предоставляемой медицинской помощи. Якутская городская больница номер 3, являясь первичным звеном в системе медицинской онкологической помощи, располагает своим собственным дневным стационаром на 3 койко-места и процедурным кабинетом. В штате центра работают 2 врача-онколога, которые находятся в тесной связи с онкодиспансером. Врачи ведут индивидуальное комплексное лечение пациентов. Пациентам очень удобно, что рядом с домом находится, да, в округе. И постоянно с ними на связи. Существуют разные схемы терапии. Допустим, если цикл у него 21 день, то пациент приходит сегодня, допустим, подошел, и он подойдет уже 24 марта на следующий курс химии и терапии. И после этого, после 3-4 циклов, проводится контрольное обследование. Онкологическая служба республики на сегодняшний день насчитывает 14 районных и 4 городских филиалов Центра амбулаторной онкологической помощи Якутского онкодиспансера. Филиалы ставят перед собой задачу, направленную на диспансеризацию, раннее выявление злокачественных образований, лечение и на продление жизни пациентам. Вероника Таирская, Джолстан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В республике наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю. В одном только Якутске инспекторы ГИБДД зафиксировали более 1000 нарушений правил. Что чаще всего становится причиной происшествия и как обезопасить себя на дороге, расскажет Даяна Федорова. Видео с ДТП заполоняют социальные сети. На кадрах улицы Хабарова, где столкнулись 4 автомобиля. Виновником массовой аварии стал нетрезвый водитель, который не выдержал безопасную дистанцию с движущихся впереди автомобилями. И это не единичный случай. Крупное ДТП с участием автобуса и 2 легковых автомобилей произошло здесь на прошлой неделе по улице Аюнского. Водитель автобуса наехал на легковушку, который в свою очередь врезался в другую. Причинами аварий нередко становятся как погодные условия, так и несоблюдение правил дорожного движения. Только за прошлую неделю зарегистрировано 58 случаев дорожно-транспортного происшествия. Безопасность на дорогах превыше всего. По всему Якутску дежурят усиленные наряды ДПС. В обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции проверяют наличие водительского удостоверения и документы на транспортное средство. Феврония Сергеевна – опытный водитель, поэтому как никто другой знает, насколько важна осторожность за рулем. Я вожу машину 2010 года, уже 15 лет.
по городу езжу самостоятельно, спокойно, соблюдаю все правила ПДД. Конечно, случайно было, но не по моей вине, поэтому все нормально. Через страхование оплата прошла. В республике только за 2 первых месяца этого года зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 144 человека и 5 погибли. Лидирует в этом списке столица региона. Сейчас вот у нас гололед, поэтому надо водителям особенно быть внимательным, аккуратными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Надо держать скорость и не торопиться, ни на что не отвлекаться, особенно телефонные разговоры, да, и обеспечить себя безопасностью, ремнем безопасности обязательно. Специалисты призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила. Ведь ваша безопасность на дороге прежде всего зависит от вас. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. За помощью в редакцию нашего телеканала обратились жильцы дома по улице Нагорная в Якутске, стойкости которого, пожалуй, можно только позавидовать. За последние 10 лет их постройка пережила пожар, ремонт и даже потоп сточными водами. Только вот качество жизни в ней оставляет желать лучшего. В проблеме разбиралась моя коллега Саргалана Неустроева. Весь дом повело, и вот тут вот стоит, и вонь страшная. Вот видите, зайдите в подъезд, посмотрите. Для жизни в их квартирах обитателям барака по улице Нагорная не хватало только потопа сточными водами. Впрочем, именно это и случилось с ними в середине февраля. Теперь до кучи к их быту прибавился смрадный запах, необходимость прокладывать мостик в подъезде и невозможность нормально открыть входную дверь. Вот эта вот ледяная куча – сточные воды. И вот это тоже сточные воды. По высоте этого ледяного настила можно понять, сколько конкретно воды вытекло из канализационной трубы. Как определить количество таких потопов? Таким же способом археологи по слоям грунта определяют эры. Не обманывайтесь внешним обликом этого дома. Как и большинство деревянных построек в городе, его возвели еще в 80-е годы прошлого столетия. Аварийным не признали до сих пор. По словам жильцов, планировали, но провели капитальный ремонт и передумали. Около 10 лет назад этот подъезд горел. Сложно в это поверить, но менее 7 лет назад здесь якобы делали капремонт. Но по факту, как это можно заметить, здесь ничего не изменилось. Вот окно. Стекла побитые, все. Когда пожар был, я вот залез, забил пленкой. Так оно и стоит. Все, уже сколько лет стоит. Никто ничего не хочет делать. Даже капремонт, когда делали, сказали, хоть побелите, сделайте. Никто ничего не делает. Со временем дом перекосило, а вместе с ним начала рушиться и внутренняя отделка квартир. Производить какие-либо работы внутри все равно, что мертвому при парке, признаются жильцы. Одна из них, многодетная мать Екатерина Сивцева, отмечает, их дом опасен. Жить в нем вредно и для здоровых, а ведь у ее сына стеноз бронхов, диагноз, при котором свежий воздух жизненно необходим. Главная проблема, что у нас канализация течет, и все это испарение, получается, заходит прямо. У нас как второй этаж, он как этот пылесос засасывает все. И все вот соседи на первом этаже курят, все сигаретный дым тоже сюда получается. Ребенку этим всем дышать, естественно, нельзя. По словам главы автодорожного округа Петра Попова, управляющая компания делает все возможное для того, чтобы поддерживать дом в пригодном для житья состоянии. При этом при возникновении проблемы для верности лучше обращаться в ЕДДС, отмечает Попов. Здесь наверняка надо звонить в эту единую диспетчерскую службу, чтобы мы на контроле держали. Мы же не знаем, у меня в округе 400 МКД, ну и заявок там много. Нужно звонить в единую диспетчерскую службу. Это у нас уже управа округа видит заявку на экране, мы видим, да, ну все заявки поступают, и мы уже конкретно связываемся. В любом случае проведение мелких работ полумеры. Проблему в глобальном понимании решит расселение. Жильцы уже подали заявление на признание их дома аварийным, однако этот статус еще не подтвержден. А значит, есть вероятность, что в ближайшее время под программу переселения местные так и не попадут. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
В ветлечебнице Ленска провели акцию по стерилизации домашних питомцев. Целую неделю владельцы могли по сниженной цене стерилизовать кошек и собак. Это единственный гуманитарный, действенный и реальный способ контроля численности животных. И речь здесь идет как о бездомных, так и о домашних питомцев. Все подробности у Светланы Балеевой. Евгения Березовская узнала о проводимой акции из соцсетей и сразу привела в ветклинику свою собаку. Их у женщины 3. Старшую прооперировали в прошлом году, среднюю привезли в день нашей съемки, а самую маленькую будут стерилизовать через месяц. О необходимости данной операции Евгения знает не понаслышке, ведь у нее уже был опыт устройства 9 щенков, которых успела принести одна из собак. Чтобы не было лишних нежелательных щенков, во-первых, и чтобы не бегали по улице, не кусали никого, потому что мы же не знаем, какие они будут. Добрые или недобрые, сколько их будет вообще. У нас и так 3 собаки, нам как бы не хочется лишнего. С появлением в доме Березовских каждой из собак связана своя история. Все они были подобраны с улицы. Одна привезена с вахтового поселка, вторую взяли временно, на передержку. В итоге оставили насовсем. Благо, частный дом, места предостаточно. Все время, пока шла операция, Мартиша Евгения очень переживала и ждала в соседнем кабинете. За час стерилизация была закончена. Получив рекомендации и ответ врача, женщина забрала собаку домой. Операция обошлась владелице в 3000 рублей. Мы стараемся за свой бюджет рабочие извне бюджета брать свои собственные деньги и оказывать людям акции. Спрос очень большой. Мы начали такую акцию с прошлого года. В прошлом году мы сделали 3 такой акции, и за неделю где-то 24 операции у нас проводятся. Грубо говоря, в день 6-5 операций. Переживает, что-то чувствует. И в день нашей съемки было проведено 5 операций. С утра 3 кошкам, а с обеда 2 собакам. Также ветеринарные врачи принимали без очереди на кастрацию. Операция длится порядка 40 минут. Опять же, время зависит от того, оперируется собака или кошка. Стерилизация, рассказывает Евгения Мыреева, не навредит здоровью домашнего питомца. Скорее, наоборот. Операция, наоборот, будет предотвращать в будущем раковые образования у животных. Потому что когда гормоны у животных работают, соответственно, из-за этого женских каких-то очень часто бывает рак молочной железы у животных. Акция проходила в течение недели. Очередная планируется уже на май. По сниженной цене, а то и вовсе бесплатно, ветеринарные врачи проводят стерилизацию и кастрацию постояльцев пункта передержки бездомных животных. Надо сказать, что численность бездомных животных в Ленске растет постоянно. Приют переполнен. Волонтеры стараются всеми силами урегулировать ситуацию, но тщетно. Ведь для решения этой большой проблемы должны объединиться все. Сейчас приют работает в усиленном режиме. С начала октября мы издали приказ об усиленном отлове. То есть в городе производится ежедневно усиленный отлов собак. Работаем мы по заявкам, которые поступают от нашего населения. Заявка обрабатывается, регистрируется и выезжает бригада на отлов. Собаки помещаются в вольеры, затем она сидит на карантине 10 дней. И если не находится хозяин собаки, мы ее стерилизуем, вакцинируем и оставляем у себя. Вопрос по урегулированию численности бездомных животных находится на контроле у главы города, прокуратуры и полиции. Недавно состоялась общественная приемная. Дискуссия проходила у волонтеров и приглашенных специалистов. Одна из защитниц животных предложила ввести мораторий на нестерилизованных питомцев. Тогда, по ее мнению, не будет брошенных кошек в подъездах и собак на улице. Обсуждали также чипирование и регистрацию животных. Их предложили власти сделать обязательными. Также подняли вопрос о травле собак, которая происходит в микрорайоне Ханайдах. Неизвестные подсыпают в пищу отраву не только бездомным животным, но и домашним. Жители негодуют, написали коллективное обращение в полицию, просят найти виновного. У нас есть владелец торгового центра, который пришел, расстрелял возле входа щенка, не собаку какую-то агрессивную, никого, расстрелял щенка, забрал труп. Написано было в полицию 2 заявления. Видеокамеры зафиксировали данное действие. Сам обращался в прокуратуру. До сих пор не возбуждено уголовное дело. 245-я статья налицо, но никому нету дела. Животные, кошки и собаки изымаются с улицы и стерилизуются в ветеринарных клиниках. Во время послеоперационного периода зверей содержат в приюте, а затем возвращают в среду обитания. Волонтеры всегда принимают меры по поиску дома для бездомных животных и в послеоперационный период. И часто ручные животные находят дом и не возвращаются на улицу. Для решения процесса всегда нужны волонтеры, ветклиники и средства. Только при наличии всех 3 составляющих будет реально взять под контроль проблему бездомных животных. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Более 1000 человек приняли участие в традиционном шествии народных мастеров в Якутске. Нарядные колонны двинулись с площади Орджоникидзе и завершили свой путь на площади Республики. Как прошел республиканский праздник, расскажет моя коллега Морфирина Алексеева. Участники колонны не только народные мастера, но и талантливые самородки, которые создают уникальные традиционные вещи. Студенты и члены национально-культурных объединений. На шествие съехались с 27 районов республики. Мероприятие давно переросло в устоявшийся бренд. Некоторые целенаправленно шили костюмы для участия. Сбылась моя мечта. 2 года непрерывной работы. Да, каждую стежку, каждую эту прямо по книжке, впервые на этом шествии. Так, оказывается, нас много. И я очень рада, что развивается вот это движение наше якутское. Я очень горда, что я якутка. И Сахабын, мен Сахабын. Изумительные, фантастические. Первый раз, да, принимаю участие. И выставка 16 регионов, в которых участвовала. Я со своим бисероплетением, хвастаюсь вас, заняла 3-е призовое место. Мы вообще впервые участвуем в такой мероприятии большой, да, вот именно шествие в День народного мастера. Грандиозно, круто, ну вот так мы только смотрели видео всегда, а тут мы стали еще и участниками. Конечно, восторг. Традиционно представлено большое количество женской зимней одежды – плащей буктах-сон. С каждым годом ассортимент нарядов расширяется, стало больше детских и мужских нарядов. Раньше на шествии было мало мужских нарядов, и я принципиально решил, что моя задача – шить только мужские костюмы и популяризировать их. И вот я шью на протяжении 10 лет. Так дорос до народного мастера. Сегодня представил 8 костюмов. Вообще у меня их 10. 6 зимних, остальные летние. Одежда поразила искусным исполнением и многообразием национального колорита. Наряды пошиты из шкур волка, оленя, соболя, норки, енота, песца и других животных. Все украшено аксессуарами и ювелирными изделиями. Так участники шествия продемонстрировали не только национальные костюмы, но и все убранство. Традиционно шествие завершилось торжественным массовым осохоем. Морфирина Алексеева, Камила Михайлова, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск. В Якутске открылась выставка монгольских художников «Легенда». Экспозицию разместили в филиале Национального художественного музея республики в здании Комитета драгоценных металлов. Зрителю представили работы современных живописцев. Некоторые из картин изображены в стиле национального изобразительного искусства монгол-зурак. Основными мотивами стали мифы, космология, буддизм и повседневная жизнь кочевников. Это не первая коллаборация монгольских художников и музея. Как отмечают организаторы выставки, в планах у делегации отправиться на пленэр по просторам Якутии, например, к Ленским столбам. 2015 года уже вот, выставляем выставки наших монгольских художников в Якутске, а также еще и приезжают якутские художники в Монголию, участвуют на пленэрах, на фестивалях современного искусства, а также они сами тоже выставляют свои картины вот, в галереях. Короче, у нас за это время было очень много выставок. В спорткомплексе «Триумф» стартовали первые поединки среди юниоров 11-го международного юниорского турнира по вольной борьбе имени Романа Дмитриева. На соревнованиях принимают участие 8 стран и 9 регионов России. Борьба за награды будет идти в 20 весовых категориях. Общий призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей. Всего на помосте выступят около 250 юниоров и юниорок до 21 года, а сами соревнования продлятся 2 дня. По результатам турнира выявят лучших борцов, которые в дальнейшем смогут выступить и на других мировых площадках. Сегодня дан старт уже начали юниоры. Это один из самых интереснейших возрастов.
которые составляют резерв сборной команды страны и любой страны. И эти ребята в будущем будут представлять, возможно, будут бороться на Олимпийских играх уже 2028 года. Поэтому сейчас как раз мы начинаем борьбу. И сегодня участвуют юниоры, завтра начнут и девочки. Доступность среды столичных спортивных объектов проверила межведомственная комиссия. Ее члены осмотрели стадион Туймада, Дворец спорта 50 лет Победы и Республиканский шахматно-шашечный центр. Подробнее о работе комиссии расскажет Аржена Гармаева. В спорте нет границ. Это подтверждают достижения якутских паралимпийцев, а также планомерная работа по развитию этого движения. Адаптивный спорт у нас развивается. На последней Олимпиаде выступали наши паралимпийцы Степанидар Тахинова, который сейчас у нас находится с нами в команде, Анастасия Диодорова, Алена Дмитриева по волейболу сидя. Ну и в сборной команде России по параспорту Владимир Болонец, наш знаменитый. При всех успехах атлетов доступность среды остается одним из проблемных вопросов адаптивного спорта Якутии. Для устранения барьеров Министерство спорта республики создало межведомственную комиссию. В ее состав вошли в том числе именитые паралимпийцы Якутии. В ходе первой проверки члены комиссии осмотрели несколько столичных объектов. У нас все равно имеются замечания. В глобальном смысле, получается, у нас именно попадание в само здание, у нас проблемы с этим возникают. Надо все равно просить помощи. А если построить пандус, то уже проблем нет. Человек пришел, он со своим сопровождающим, даже если самостоятельно пришел, он может по пандусу подняться. Душевые и туалетные кабинки тоже. Это самая проблема. Спортсмены отмечают, несмотря на имеющиеся сложности, в последние 5 лет республика добилась большого прогресса в создании доступной среды. Это касается не только спортивных сооружений, но и объектов культуры, образования, досуга. В очень многих зданиях сейчас пандусы. Например, люди, 10 лет назад не знали, что такое пандусы даже. Пандусом не только люди с ограниченными возможностями пользуются, а вот именно мамы с коляской, люди старшего поколения тоже пользуются. Все уже заметили, что это не только доступность для инвалидов, а именно доступность для всего населения. После проверки протокол с рекомендациями комиссии направить в Министерство труда для развития безбарьерной среды. При этом работа над доступностью ведется и в центре, и на периферии. В ближайшее время комиссия планирует отправиться в село Барагонцы для осмотра зала борьбы. Аржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.